Нина Александровна, скажите что-нибудь. Может, поздороваться? Все, я предлагаю тогда начинать. 10:00. Так, людей-то вроде еще нет, потом что? О, подключается. Потом, по мере подключения, будут добавляться все. Ага. Просто уже, что по графику начнем. Угу. Ну, давайте. Совместный доступ, да? Включай. Или включил уже? Здравствуйте, уважаемые коллеги, библиографы, библиотекари. Давайте начнем. 10 часов уже. Постепенно, наверное, народ будет подключаться к нашему разговору. В этом году мы планировали, конечно, провести семинар в режиме у нас, в библиотеке, стационарно. Но, к сожалению, в связи с ограничениями приходится проводить удаленно. Поэтому сократили мы немножко программу, оставили самый минимум. Но занятия будут проходить 2 дня, по 2-3 часа. Если у вас будут возникать какие-то вопросы в процессе лекции, то пишите в чат, в конце постараемся мы ответить. Если вопросы у кого-то есть, но не решились задать, можно написать на мой электронный адрес или позвонить по телефону 255 422, добавочный 551, но в конце, на следующем занятии, завтра, я размещу эту информацию на слайде. На последнем занятии также будут даны контакты. И тема нашего сегодняшнего семинара – составительская деятельность библиотеки. Меня зовут Нестерова Нина Александровна. Я со многими уже, конечно, знакомы, меня знают, поэтому, ну, может быть, и новенькие будут подключаться, я очень на это надеюсь. И наша первая тема семинара – ГОСТ 7.0 100-2018. Библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления. Можно показать слайды. Давайте начнем. На этом слайде представлены те ГОСТы, которые действующие, которыми мы пользуемся в своей работе. Ну, первый ГОСТ мы будем подробно сегодня разбирать. Второй ГОСТ, вы знакомы с этим ГОСТом, хотя сейчас уже готов проект этого ГОСТа, так как он сейчас межгосударственный пока, будет готов в конце декабря, до конца декабря будет обсуждаться этот проект, и он будет уже, наверное, национальным. Но, скорее всего, примут уже в 2022 году. Ну вот по сокращениям ГОСТы, они действующие, поэтому мы и будем и дальше использовать в своей работе. ГОСТ по библиографическому описанию стал национальным стандартом. Он уже действует с 1 июля 2019 года. Вы, конечно, уже применяете ГОСТ, но мы не встречались с вами уже с марта 2019 года. Тогда прошли у нас курсы библиографов, курсы повышения библиографов. В 2020 мы не встречались. Вы помните тоже это, что из-за этих ковидных ограничений. Вы активно занимаетесь составительской деятельностью, поэтому есть необходимость поговорить о ГОСТе в рамках составительской деятельности. Для разработки этого нового ГОСТа, конечно, был ряд причин. Прошедшие с момента введения ГОСТ 7.1/2003, это предыдущий ГОСТ, там много чего изменилось уже. Новые требования к предоставлению информации в машиночитаемой форме, необходимость в более развернутом виде дать описание отдельных видов документов. Вы помните, что в старом ГОСТе очень сложно было по нему описать электронные ресурсы.
Сейчас это все-таки поподробнее раскрыто разработчиками в этом ГОСТе. Ну, сразу скажу, что ГОСТ не вносит серьезных изменений в правила составления библиографической информации. Его задача состоит в приведении библиографической информации в соответствии с международным стандартным правилам библиографического описания. Но вот ГОСТ, как правило, меняется, редактируется через каждые 15 лет. И вот сейчас один из таких моментов наступил. Но, тем не менее, даже не имея серьезных изменений, национальный стандарт оформления библиографических описаний содержит новые положения и определения, соответствующие реалиям цифровой эпохи. В новой редакции есть определение ресурса, пришедшее на смену документа. Вы все помните, мы называли каждый источник документов. Ресурс – это искусственно созданный или природный объект, являющийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, на любом физическом носителе. Таким образом, библиотеки, все библиографирующие организации получают право официально вносить в свои фонды любые документы, то есть ресурсы, доступные на удаленных серверах в интернете или в подписных электронных библиотеках, например, книги из электронных библиотечных систем. При этом теперь по новому ГОСТу в описании будет указана конкретная электронная библиотечная система, в которой размещена книга. Ну, как я уже сказала, особое внимание разработчики ГОСТа уделили электронным ресурсам. Новый стандарт определяет электронный ресурс как ресурс в цифровой форме, для использования которого необходимы средства вычислительной техники. Основные изменения, которые внесены в ГОСТ. Элемент «Общее обозначение материала» удален. Его заменило с переносом в конец описания область вида содержания и средства доступа. Состав библиографического описания пополнился новым элементом областью идентификатора ресурса и условий доступа. Одно из основных изменений – сведение к минимуму сокращений. Например, ранее можно было сокращать такие слова, как города Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Сейчас же эти названия необходимо раскрывать. Это касается и вида издания, и сведений о лицах, принимающих участие в выпуске издания, о составителях, редакторах, переводчиках и других, и даже название издательств. Любой ресурс, основываясь на ГОСТ, можно описать разными способами. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо учитывать, где будет пользоваться данное описание, какие цели и задачи преследуются и какая информация является наиболее важной в конкретном случае. То есть необходимо определить, зачем создается библиографическое описание. Например, для виртуальной справки описание должно позволять идентифицировать публикацию, чтобы можно по этому описанию понять, что за это описание какого именно документа, ресурса. Должно позволять идентифицировать публикацию. Не должно содержать избыточную информацию. Как вы понимаете, если с электронного каталога описание выходит полное, совсем не обязательно в виртуальной справке указывать всю информацию, которая там указана, вплоть до того, там тираж, стоимость издания. И это описание должно позволять сделать вывод о релевантности публикации научным задачам. Значит, подходит или нет по описанию той теме, которая запрашивается пользователем. Ну вот это описание еще должно легко копироваться для дальнейшего использования. Допустим, они используют в курсовой работе, чтобы использовать, копируя это описание. В составительской деятельности у каждой работы свои цели и задачи, поэтому и описание будет также отличаться. Сначала кратко остановлюсь на общих положениях ГОСТа, которые важно знать. Объектами составления библиографического описания являются все виды опубликованных
и неопубликованных ресурсов на любых физических носителях. Книги, нотные издания, картографические, аудиовизуальные, изобразительные, сериальные, нормативные, технические документы, неопубликованные ресурсы, интегрируемые, электронные, микроформы и другие ресурсы. И составной частью ресурсов группа однородных и разнородных ресурсов, которые в нашей составительской деятельности часто используются. Библиографическая запись, это вы тоже знаете, но я напомню еще раз, включает заголовок, термины индексирования, аннотацию, ну, рефератом мы не пользуемся, как правило, шифры хранения ресурса, дату завершения обработки ресурса, сведения служебного характера. Ну, мы сейчас будем говорить о биографическом описании. В это описание входят следующие области. Это вы тоже знаете. Те области, которые входили, они так и остались. Кроме двух, я уже как вначале сказала, область идентификатора и область вида содержания средства доступа. Я перечислять не буду, все они тут даны. Все области. Мы на каждой области сейчас кратко остановимся. Каждая область описаний состоит из элементов, которые делятся на обязательные, условно обязательные и факультативные. В зависимости от набора элементов различает краткое библиографическое описание, которое содержит только обязательные элементы, расширенное библиографическое описание содержит обязательные, условно обязательные элементы, полное библиографическое описание содержит обязательные, условно обязательные и факультативные элементы. Обязательными элементами являются библиографические сведения, обеспечивающие идентификацию ресурса и приводимые в любом описании. Без них невозможно будет понять само описание. Условно обязательными элементами является библиографическое сведение, необходимое для идентификации ресурса в отдельных случаях. Если для этой цели недостаточно тех обязательных элементов, которые вы уже указали, и оно диктуется, это приведение условно обязательных элементов диктуется задачами конкретного информационного массива. Факультативными элементами являются сведения, обеспечивающие дополнительную библиографическую характеристику ресурса. Набор факультативных элементов определяет также библиографирующая организация, но для конкретного информационного массива он должен быть постоянный. Полный набор обязательных, условно обязательных, факультативных элементов переводят в описание для государственных библиографических указателей, библиотечных каталогов, банков и баз данных библиотек, центров государственной библиографии. Записи и описания, которые создаются для наших каталогов, также они включают полный набор обязательных элементов. Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции: обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации. Вы это знаете, это уже было и в том ГОСТе. Поэтому предписанная пунктуация способствует распознаванию отдельных элементов в описаниях на разных языках, выходных формах традиционной и машиночитаемой каталогизации. Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям описания или заключает их, если употребление не связано с нормами, ее употребление не связано с нормами языка, как вы понимаете. В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки. Они все прописаны в ГОСТе. В каждой области описания, кроме первой, предшествует предписанный знак точка и тире, которые приводят перед первым элементом области. Для разделения областей и элементов, а также разграничения предписанной грамматической пунктуации применяет пробелы в один печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют знаки точка и запятая, пробелы оставляют только после них.
Вот я здесь привожу пример библиографическое описание. Пробелы тут указаны красным цветом перед двоеточием. Пробел после двоеточия пробел. Это предписанный знак, двоеточие. Двоеточие есть и в грамматике, как вы понимаете, но там пробела не будет перед двоеточием, только после. Ну и вот еще перед выходных данных, после места издания, тоже пробел, а потом двоеточие. Ну, в общем-то, это все вам знакомо. Просто не всегда как-то следует этому правилу. Если соседние элементы в пределах одной области должны быть приведены в квадратных скобках, то их заключают в общие квадратные скобки. Смежные элементы, относящиеся к разным областям, заключают в отдельные квадратные скобки. Вот это тоже надо помнить. Вот здесь посмотрите, то, что красным выделено, это область, область заглавие ответственности. И тут не перечислены все, которые участвовали в создании этого ресурса, и написаны другие. Но это нельзя никак в одну общую квадратную скобку заключить, потому что следующая область – это уже область издания. И, соответственно, они должны в две разные квадратные скобки быть заключены. То же самое вот ниже описание в области ответственности выходных данных. Это тоже разные области, поэтому они заключены в разные скобки. Предписанный знак. Предписанным знаком что может быть? Это титульный лист, титульный экран, этикетка, наклейка. И в первую очередь используют, когда вы описываете ресурсы, используют сведения в самом ресурсе. Затем уже источники используем, которые сопровождают ресурсы. Сведения на контейнере, сопроводительный материал, а затем источники вне ресурса. И библиографические сведения указывают в описании в той форме, в какой они представлены в предписанном источнике информации. Сведения сформулированы на основе анализа ресурса, а также заимствованы из источников вне ресурса во всех областях библиографического описания, кроме области примечания, приводят в квадратных скобках. Язык библиографического описания, как правило, соответствует языку выходных сведений ресурса. Отдельные элементы в описании могут быть приведены на государственном языке Российской Федерации или на государственном официальном языке, языках субъекта Российской Федерации, в котором находится библиографирующая организация. Так как в нашей республике два государственных языка, соответственно, мы имеем право, можем отдельные элементы в описании приводите на языке коми. Но это в том случае, если, конечно, в самом издании есть сведения, что-то на коми языке, что-то на русском. В данном случае вот приведен пример Тувсовзер. Это литературная памятка, это все взято с титула. И, соответственно, мы должны так и разместить. Если заглавие на каком языке, то заголовочные данные на русском языке и все остальные сведения, и кроме физической характеристики. Пычкуем лист в бок. И язык описания, вот мы же пользуемся часто составную часть ресурса описываем, поэтому там часто встречается, что язык описания составной части не совпадает с языком самого ресурса. Вот в данном случае приведен пример. Статьи опубликованы, если статьи опубликованы в сборнике с коми-названием. Остальные сведения в ответственности даны на русском языке. Но мы все-таки решили дать физическую характеристику на коми-языке с указанием того, что текст этот русский,
Если на коми-языке будут тексты, ну, есть там, я знаю, что есть там тексты и на коми-языке, то в данном случае можно уже не указывать, потому что мы больше элементов приведены, особенно в идентифицирующей части, на коми-языке, особенно заглавия. Хочу еще обратить внимание ваше на то, что здесь расписано несколько статей, посвященных Савину. Авторы разные, соответственно, они расписаны должны быть вот таким образом. Сначала дается заглавие статьи, потом ответственность, через точку дается следующее заглавие статьи и автор. И вот таким образом тут даны 3 статьи, посвященных Савину. О сокращениях. Я уже вначале говорила, что сокращение допускается применять во всех областях описания, кроме любых заглавий. Здесь допускается лишь пропуск части текста, я потом покажу вам, обозначаемого многоточием, и в области содержания и средства доступа. Там это не сокращается. Сокращение слов должны быть однозначны для понимания. Не следует сокращать слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также затруднить его понимание. Например, сокращение прилагательных, образованных от географических названий. Не Воркут ЦБС, а Воркутинская ЦБС. Можно не приводить в описании названия орденов, почетных воинских учебных ученых званий, терминов, указывающих на правовой статус организации, данные одобрения, допуски. Вот здесь приведены как раз примеры. Первый пример. Длинное название можно сократить, оставить, допустим, сказка о тройке, история непримиримой борьбы за повышение трудовой дисциплины. То, что красным выделено, можно опустить, поставив многоточие. Но это, если это не важно, в каталоге, конечно, это недопустимо. А если у вас в составительской работе, в каком-то издании вы хотите использовать этот источник, подобный источник, то вполне можно ограничиться многоточием. Во втором случае можно опустить рекомендованное Министерством образования и науки и звание под редакцией профессора. То, что красно выделено, да, вполне можно опустить. Соблюдение норм современной орфографии обязательно нужно в описаниях. Прописные буквы применяют в соответствии с правилами грамматики того языка, на котором составлено описание, независимо от того, какие буквы употреблены в источнике информации. Сохраняет прописные строчные буквы в официальных наименованиях организаций и других именах собственных. Бывает так, что очень много в интернете, допустим, написано на заглавии все с прописных букв. Тут тоже надо смотреть, не обязательно следовать тому, что они там пишут, надо просто грамотно понимать, как должно быть написано, прописная или строчная буква должна быть. С прописных букв начинает первое слово каждой области, а также первое слово любых заглавий во всех областях описания. Все остальные элементы записывает со строчной буквы. Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят в том виде, в каком они представлены в источнике информации. Но римские цифры, числительные в словесной форме, заменяют арабскими цифрами при обозначении количества актов, классов, номеров, маршрутов, порядковых номеров издания, порядковых номеров музыкальных произведений. Год и дата выхода распространения ресурса – это обязательно. Сведения, ну, все обязательно, это, надо следовать этому правилу. Сведения в области физической характеристики, выпуском номеров многочастного или сериального ресурса. В данном примере, вот приведен пример, то, что написано на титуле, занятия по ритмике в 3-4 классе словесными буквами, то необходимо при описании указать римскими цифрами с наращением окончания.
Порядковые числительные приводят, как правило, с наращением окончаний по правилам грамматики языка. Без наращения окончаний приводят порядковые номера томов, глав, страниц, классов, курсов. Если родовое слово, том, глава и так прочее предшествует порядковому номеру и странице в том числе. Видите? Но если, вот, допустим, пагинации несколько, и пагинация отмечена римскими цифрами, то это возможно, допустим, 2 страницы вот, даны в квадратных скобках, но об этом мы еще дальше поговорим. Не указаны страницы в ресурсе, поэтому квадратные скобки взяты. 19 страниц римскими цифрами указаны, и далее вот страницы и иллюстрации уже в том же ресурсе. Койма днебок мы указываем на коме языке, потому что по грамматике коме языка родовое слово должно быть после цифровых показателей. Ну, конечно, тут надо бы наращение. Но у нас мы не все знаем так хорошо коме язык, чтобы не ошибиться, лучше уж мы пока не будем ставить. Может быть, когда-то и придем к этому, что будем ставить. Но лишнюю ошибку не хочется делать. В зависимости от структуры описания различает одноуровневое и многоуровневое библиографическое описание. Одноуровневое содержит описание один уровень. Его составляет на одночасный ресурс, завершенный многочастный ресурс в целом, отдельную единицу, а также группу единиц многочастного ресурса. Многоуровневое описание содержит 2 уровня и более. Его составляет многочастный ресурс в целом, либо на отдельную единицу, а также группа единиц многочастного ресурса. Это когда несколько томов, допустим, многотомное издание вы хотите расписать, или несколько томов из многотомного издания. Библиографическое описание составной части ресурса содержит 1 уровень, но включает 2 ряда сведений о составной части и о ресурсе, в котором она помещена. Тут я представила область заглавия и сведения об ответственности, которые необходимо отражать в этой области. Но если основное заглавие – это обязательный элемент, параллельное заглавие – это условный, ну, я не буду об этом так подробно останавливаться, но если основное заглавие есть, и вы хотите еще отразить параллельное заглавие, если оно есть, бывает так, что параллельное заглавие только в заглавии, а на самом деле сам текст на одном языке. Вот это тоже надо иметь. Поэтому в данном случае можно было бы и не приводить параллельное заглавие. Ну и сведения, относящие к заглавию, это тоже условный элемент по этому ГОСТу. Но я считаю, что в некоторых случаях, не только в некоторых, в большинстве случаев все-таки это надо. Потому что, указывая заглавие, бывает непонятно, что это такое, то ли это статья, то ли это какое-то художественное произведение, то ли еще какое. Поэтому жанр, вид издания, я думаю, что это обязательно надо указывать. Предписанный источник для области заглавия титульный лист и все его разновидности, разворотный, распашной, а также титульный лист, состоящий более чем из 4 страниц. Если вы хотите описать печатное листовое издание, допустим, газету, там, нотное издание, картографическое, изобразительное, то тогда для предписанным источником служит первая, последняя полоса для газет, само издание для других видов листовых изданий. Ну, а для остальных всех других ресурсов в порядке предпочтения сам ресурс, контейнер, документация, другие сопроводительные материалы. Если ресурс содержит только текст, но не имеет заглавия, например, плакаты, открытки, постеры, настенные диаграммы, то первую строку текста можно привести в качестве основного заглавия. Вот как в данном случае в примере, да, весь текст этой афиши. Сведения, относящиеся к заглавию, что к ним относится, что нужно там давать.
И это, конечно, тоже вам знакомо, это было в старом ГОСТе тоже. Но вот, как вы понимаете, сейчас это почему-то этот элемент отнесли к условно обязательным элементам, но, как я уже сказала, все-таки в отдельных случаях я считаю, что это обязательно. Вот сведения раскрывает, поясняет заглавие, можно указать вид, жанр, назначение произведения, его утверждение, сведения об особенных ресурсах, допустим, это официальное издание или юбилейное какое-то издание. И в ниже примере указано, вот, что какой же жанр, это этнографические очерки, красным выделено. Однородные сведения, относящиеся к заглавию, разделяют между собой теми знаками, которые имеются в источнике. Если знаков нет или они разделены точкой, ставится запятая. Часто тоже возникает вопрос, сомнения, когда описываешь источники, и но вам надо придерживаться вот этого правила. Вот я показала, как, допустим, танки мира, и внизу перечень того, что там имеется. А описать можно уже вот таким образом, мы ставим запятые, перечисляем, хотя они на титуле, а указаны с прописных букв. Далее, сведения об ответственности. Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, участвовавших в создании ресурса. Первым сведениям об ответственности предшествует знак, косая черта, последующие группы сведений отделяют друг от друга точкой с запятой. Однородные сведения внутри группы отделяют друг от друга запятой. Вот ниже в данном случае вот, две организации, между ними ставится запятая, а уже перед научным руководителем ставится двоеточие. Ой, точка запятой, извините. И в ответственность вы должны приводить так, как даны они в источнике. Не надо ничего там переделывать, то, как даны они, их роль в создании этого ресурса, как они приведены, так и нужно давать в источнике. В сведениях об ответственности приводятся сведения об одном авторе, в том числе том, который был представлен в заголовке библиографической записи, 2, 3 и 4 авторах. Если раньше мы приводили только 3 авторов, то 4 авторов мы сейчас должны приводить по этому ГОСТу в ответственности, как вот в данном случае в первом примере. Но в заголовке первого автора не будет, как в других случаях, когда 1, 2 или 3 автора. Мы тогда приводим автора в заголовке перед заглавием, то когда 4 автора, там не приводим. Если автора больше 4, приводят имена первых 3 со словами «и другие» в квадратных скобках, например, аналитико-синтетическая переработка. И здесь, видимо, там 5 или 6 авторов. Вот они, первые 3 автора даны, и другие в квадратных скобках. В сведениях об ответственности приводятся сведения о 2 организациях, имена одного или 2 из каждой категории лиц, редакторы, составители, переводчики, выполняющие одну и ту же функцию. Если поконкретнее, вот допустим, там 2 организации, вы указываете, но далее там автора, допустим, нет, и указываете составителя. Если составителей много, можно 1 или 2 указать из этой категории. Могут быть там редакторы указаны, поэтому тоже 1 или 2 редакторов указать. Но редко бывает, потому что мы все-таки в издательской деятельности это сокращаем, и не всегда, может быть, это и необходимо для идентификации документа. Но вот это правило существует в ГОСТе.
Если больше 3 организаций, приводят наименование первой организации, первого лица из каждой категории со словами «и другие» в квадратных скобках. Допускается приводить сведения обо всех авторах, организациях и лицах из каждой категории, указанной выше. Это тоже возможно, если вы не хотите сокращать, хотите всех. Но организация с структурными подразделениями считается одной единицей, поэтому вот если, допустим, мы указываем Национальная библиотека Республики Коми, библиографический отдел, это будет одной единицей считаться, но будет указываться через запятую. В данном случае Российская академия наук, Институт общей физики – это подразделение, которое подчиняется Российской академии наук, они даны через запятую. Во втором случае Институт языка и литературы, это, видимо, так и дано, они не по-другому бывает, по-другому дано. Коми-научный центр, Российская академия наук, Уральское отделение, Коми-научный центр, Институт языка, литературы и истории. В данном случае дано, видимо, так, Институт языка, литературы и истории Коми-научного центра. Далее идет отдел языка, литературы и фольклора, и составители уже отделяются точкой, запятой, и видимо, их там много в этом издании, в этом ресурсе, и, соответственно, дано в квадратных скобках и другие. Последний ресурс, видимо, там много организаций, которые принимали участие в создании ресурса, и сразу дано только одно министерство, остальные и другие. Но если вы хотите все-таки сохранить информацию о них, то это можно дать в примечании. Область издания. Область издания – это, конечно, важный момент, обязательный элемент, поэтому необходимо тоже указывать сведения об издании. Это может быть второе издание какое-то, исправленное издание, там, репринтное издание, вы все это указываете. Приводят издания тоже в формулировках и в последовательности имеющихся предписанными источники информации. Порядковый номер, указанный в цифровой или словесной форме, записывает арабскими цифрами с добавлением окончания согласно правилам грамматики соответствующего языка. Сведения об издании могут быть сформулированы, если известно, что в данном издании имеется существенное отличие от предыдущих изданий. А, допустим, это не указано на титуле, что это все-таки дополнено чем-то, но вы выяснили в процессе анализа этого ресурса и, соответственно, можете сформулировать, ну и вы даете уже эту информацию в квадратных скобках. Пример вот даны тут второе издание, факсимильное издание, новая версия, перепечатка. То, что дано в квадратных скобках, это значит сформулировано уже составителем описания. Специфическая область материала или вида ресурса, но эта область используется при составлении описания картографических, нотных, сериальных ресурсов. Может, это не так часто встречается в нашей практике, но они есть. И содержит это математические данные для картографических ресурсов, сведения о форме изложения нотного текста для нотных ресурсов и сведения о нумерации для сериальных ресурсов. Вот тут даны примеры, когда указывается масштаб карты. Далее вот сведения о форме изложения нотного текста, то, что красным выделено. Сведения о нумерации для сериальных изданий ресурсов. Красным указан год, дата, начало выпуска этой газеты. И далее пробел, тире, еще раз пробел и 4 пробела для знака соответствующего, что это издание еще продолжается издаваться. Соответственно, мы оставляем пробел 4 знака еще. Область публикации, производства, распространения ресурса.
Место публикации, производства и распространения – это, конечно, обязательный элемент тоже. Первое место публикации – это тоже обязательный элемент. Ну, я не буду перечислять, это вам все понятно, это всегда было. Тут даже изменений каких-то, может быть, нет, потому что и старый ГОСТ уже, по старому ГОСТу, название места публикации уже приводилось в форме падеже в таком, в котором они были даны в источнике. Как дано вот на титуле, так они это приведены тот пример. Если указано несколько мест публикации, это тоже бывает, то приводят название, выделено полиграфическим способом или указанные первым предписанным источники информации. Опущенные сведения отмечают сокращением МИДР или его эквивалентом на латинском языке, приводимые, конечно, в квадратных скобках. Вот тут видите Санкт-Петербург и другие, вот там другие. Могут быть приведены названия второго и последующих мест публикации, и они отделяются друг от друга предписанным знаком точка с запятой. Вы видите, тут точка с запятой перед этим знаком и после. Запомните, что между местами издания, если их несколько, отделяются они точкой с запятой, потому что в издателе это другие знаки. Мы еще дойдем сейчас до этого. Если название места публикации производства в объекте описания не указано, то его следует установить по местонахождению издателя, производителя или распространителя. Но это вы находите не если не на титуле, то в выпускных данных ресурса. Если название места публикации производства установлено по источникам вне ресурса, то его указывают в квадратных скобках. Если же вы находите это в выпускных данных, то квадратные скобки тут не нужны. Вы даете так, как там указано. Если место публикации производства установить затруднительно, то приводят предполагаемое место в квадратных скобках со знаком вопроса, как вот в приведенном примере. Имя издателя, производителя приводят после названия места публикации, к которому она относится, предшествующим предписанным знаком двоеточия. Сведения приводят в том виде, в каком не указано в предписанном источнике информации. Сведения об издательской функции, издательстве, издатель, группа опускает при наличии тематического названия. Сведения о форме юридического лица также можно опустить. Могут быть приведены имена второго последующих издателей, если это необходимо. И при отсутствии предписанном источнике информации об имени издателя приводят в квадратных скобках сокращение без издательства или его эквивалент на латинском языке. То же самое я не сказала, что если место издания нету, то тоже можно приводить без места. БМ. Вот пример того, как, допустим, источники информации на титуле указаны издательство «Экономика». Слово «издательство» тут лишнее, в описании это не приводится. Если два издателя, то после места издания мы ставим двоеточие, и эти издатели перечислены через двоеточие. Если мы перечисляем несколько мест издания, там ставится, как я уже сказала, точка с запятой, то в этом случае ставится уже двоеточие между издателями. Дата публикации. В качестве даты приводят год публикации ресурса, являющегося объектом описания. Дата указывает арабскими цифрами. Ей предшествует знак запятая. Если дата издания неизвестна и ее не удалось установить, то приводят дату изготовления, распространения, указанную в знаке охраны авторского права, или дату цензурного разрешения с соответствующими пояснениями. Например, без места, без издателя, печать 2018 года, и указывается в круглых скобках, где это отпечатано. Смоленск, Смоленская городская типография. Если в предписанном источнике информации не указаны даты,
связанные с публикацией ресурса, то приводят предполагаемую дату издания с соответствующими пояснениями, если это необходимо. Обозначение без года не приводят. Вот это надо запомнить. Особенно с электронных, когда вы будете описывать электронные ресурсы, там часто очень сложно определить год создания документа. Поэтому вот надо выходить, исходя из тех рекомендаций этого ГОСТа. Может быть под вопросом или две даты может быть указаны. Между, если это старое какое-то издание и нету готового издания, то тоже на основе анализа ресурса можно определить какие-то приблизительные даты. Неопубликованные ресурсы – это, как правило, рукописи, неизданные, неопубликованные видеоматериалы и фильмы, фотоснимки, необработанные звукозаписи, неопубликованные коллекции или фонды, и сведения о месте публикации производства не приводят, сокращение без места также не приводит. Этих документов сейчас много в библиотеках, они собирают, классифицируют, и, соответственно, вот надо иметь в виду, что места там не будет, хотя можно, конечно, определить, допустим, человек жил все время там в каком-то Помостино, допустим, и он там работал, творил, там рукописи были найдены и переданы в библиотеку там или куда-то. Соответственно, вроде как и можно указать, что это там создано, но вот ГОСТ пишет, что это не приводит без места и даже место издания. Ну, потому что издания как такового не было. Просто создан документ в таком-то году. Это может быть указано, год создания можно указать. Соответственно, издателя также не будет. А вот ниже приведен пример такого неопубликованного документа. Область серии. Данная область содержит следующие сведения. Это основное заглавие, параллельные заглавия. Обязательный элемент – это основное заглавие серии. Мы это должны указывать. Это обычно, как правило, приведено на титульной странице. И сведения области серии и многочастного монографического ресурса приводят в круглых скобках. Вот это красно выделено. Область физической характеристики содержит обозначение физической формы, в которой представлен объект описания, объем и при необходимости размер ресурса. Но это вы тоже знаете, тут ничего такого нет. Если только вот для печатного издания это понятно, а для тех других ресурсов их можно указывать цифрой, последней цифрой. Нет, все-таки это надо сказать. Если, допустим, в книжном издании пронумеровано, понятно, вы последнюю страницу берете, но бывает так, что последняя страница не пронумерована, поэтому их просчитывает и записывает арабскими цифрами в квадратных скобках в конце пагинации через запятую. Выходит, что вот будет указано то количество, которое указано, и через запятую еще в квадратных скобках количество страниц не просчитано, просчитанных вами, но не указанных в самом ресурсе. Вот как здесь. И другие ресурсы, вот я начала, это, нет, я вернусь сейчас, это, я уже дальше пошла. Ой, как мне вернуться назад? Назад немножко. Еще. Все. И другие ресурсы вы тут видите, если вначале указаны страницы на книжные печатные издания, то ниже уже другие ресурсы. Вы сами видите, там одна цифра, вот цифра 1 стоит, и дальше указано, что это такое. Если это
видеокассеты, там DVD-ROM, там, ну, это может быть и несколько, если это с одной темой микрофиши, один электронный диск, 3 грамм-пластинки. Далее, область примечания содержит дополнительную информацию о ресурсах. Здесь сколько у меня времени? Я уже, наверное, 10:50 сейчас. 10:50 уже, я уже перебрала. Ну, надо закончить, и так это быстро постараюсь уже. Область примечаний содержит дополнительную информацию о ресурсе. Она может быть и не приведена, но все-таки есть какие-то элементы, которые необходимо в данной области указывать. И они приводятся в определенной последовательности, следуя областям, элементам описания. И сначала приводятся к элементам описания, а не ко всему изданию, к областям описания и только в самом конце к области издания в целом. Ну, может и не быть, конечно, столько примечаний, но 1-2 примечания всегда у нас, как правило, бывает. Вот здесь примеры приведены. Примечания для электронных локальных ресурсов обязательными являются, хотя они примечания, но это обязательно заглавие с титульного экрана. Откуда берется заглавие? Тут может быть и другое, не обязательно с титульного экрана. Может быть, титульного экрана и не быть. Являются условно обязательны о системных требованиях. Это для локальных ресурсов. Для ресурсов сетевого распространения обязательным является примечание об электронном адресе ресурса. Это обязательно. Необходимо указывать еще дату обращения. Условно обязательным это можно не указывать. Режим доступа по подписке и для авторизованных пользователей. Но это, конечно, тоже надо в каждом конкретном случае это понимать и знать, когда это нужно, когда это не надо. Идентификатор ресурса мы особо так не используем пока, поэтому, ну, что, обязательный элемент – это номера, стандартные номера книги, международно стандартный номер сериального издания, музыкального произведения. Мы, к сожалению, это не приводим, но пока вроде как это и никто с нас не требует. Я смотрю, и гости тоже не приводятся в этих примерах, но где-то приводится, где-то не приводится. Поэтому в составительской деятельности, тем более, я думаю, что это не надо, но комментариев пока нет специалистов, разработчиков этого ГОСТа, поэтому вот я так только на свое усмотрение, что можно пока в составительской не использовать. Но если вы готовите список, это такое бывает тоже к дипломной работе, к научной, как диссертационной, то там, конечно, вот такие ИСБН указывать надо для идентификации документа. Вид содержания, как вы помните, это новый у нас, новая область и содержит вот эти термины. Они перешли из общего обозначения материала со старого ГОСТа. Но тут добавилось кое-что, я не буду тут перечислять. Немножко скажу о многоуровневом описании. Это вы тоже понимаете, что это состоит из 2 уровней. Общая часть и спецификация. Вот в данном случае на первом месте приводится общее. Для 2 остальных документов и уже спецификация указывается первый том. Чем отличается первый том от второго и топ общей части. Вы видите там страницы. Если в общей части не указаны страницы, то в спецификации они уже указаны. И спецификация может быть дана в подбор, но это очень некрасиво выглядит, не очень понятно, поэтому я вам не советую этим пользоваться, хотя ГОСТ это разрешает. И можно, вот в данном случае тоже двухтомник, года указаны разные, соответственно, первый и второй том, конкретизация первого и второго тома дана, года разные издания. Если это продолжающееся издание, с 90-го года издается, но до сих пор издается, соответственно, мы оставляем пробелы в 4 знака,
Ну и составной частью ресурса. Это тоже мы очень активно используем это описание, особенно составительской деятельности. Книг не так много, допустим, по темам, которые вы создаете, разрабатываете издания, то используем больше всего описание основной части ресурса. Ну, из чего состоит, тут ничего не изменилось, только лишь название. Первая часть до 2 косых называется «Сведения о составной части». Далее соединительный элемент 2 косые и сведения об идентифицирующем ресурсе. Сведения о местоположении составной части ресурса, это уже было. Ну и примечания. Вот и схема, краткая схема этого описания. Заголовок использовать или нет, библиографирующая организация принимает сама. Но если вы решите, допустим, с основной части не использовать заголовок, это не очень как-то будет выглядеть не очень понятно для идентификации статьи. Поэтому я все-таки рекомендую, вот на примере, вот это дано первое описание без заголовка вот, составной части. Автор указан только в ответственности. Это немножко непонятно. Мы так не привыкли к этому. Поэтому все-таки я рекомендую давать в заголовке сдобного. Ой, опять Иван опять переключила, не досказала. Ой, ага, спасибо. Нет. И я рекомендую, вот как во втором случае дано, но в ответственности я тогда предлагаю в составной части не давать автора. А по-другому уже построить можно в идентифицирующей части. Вот как вы тут видите, автор указан в ответственности. И лучше вот так и делать. Потому что если вы автора укажете в заголовке идентифицирующей части, то очень длинное будет описание. Но хотя это допускается ГОСТом тоже. Но вы сами понимаете, что это описание будет очень длинное. Мы сведения, если совпадают, а совпадают у нас в одном случае, когда заголовок, автор совпадает, только один, вернее, Мальцева, допустим, на заголовке, и в ответственность, соответственно, Мальцева должна быть. Мы можем ответственность это опустить, как я уже сказала. Это в составной части. И хочу сразу сказать, если вы описываете книгу или какое-то такое монографическое издание, то это не допускается. Там обязательно мы должны заголовок автора из заголовка дать в ответственность. Это, я думаю, вы понимаете. Сведения об идентифицирующем, ну я уже почти тут все сказала, что слова и словосочетания в заглавии не сокращают. Приведение первых сведений об ответственности обязательно, так как мы не приводим заголовок. Сведения об издании тоже обязательны, потому что вы можете, допустим, несколько их изданий, вы берете составную часть из ресурса 4-го издания, поэтому это обязательно нужно указывать, страницы не будут совпадать, пользователь не найдет никогда эту информацию. Вот как тут дано на примере. Место и год публикации мы указываем в сборниках, как тоже помните. Издательство не указываем при описании составной части ресурса. Если идентифицирующий ресурс является периодическим, то указываем место издания, потому что иначе трудно будет идентифицировать. Местоположение – это как если в книге, в монографическом издании мы указываем количество, то здесь от и до по 12 предшествует сокращение S. Оно стоит в начале, потому как родовое слово, только в сокращенном виде. Если на
коми-языке мы переносим, по грамматике коми-языка переносим после цифровых показателей. И между ними, между первой и последней страницами ставят знак тире. Это вы тоже знаете. Ну, ненумерованные страницы вы просчитываете, заключаете квадратные скобки. Вот как в данном случае на примере. В случае, если необходимо указать порядковый номер пагинации, разделы сборники или сериальном ресурсе его приводят в круглых скобках. Ну, это может быть чаще, но бывает такое, что когда расписываете статьи или художественное произведение, допустим, из литературной газеты, из литературной России, там часто попадаются такие рубрики, не всегда трудно определить, где найти. Там есть приложения, и они имеют свои выпуски, как вы знаете, и, соответственно, очень сложно бывает найти источник. Но я хотела еще, конечно, показать и все примеры, как описывается, но, может быть, смысла нет здесь приводить, я потом это сделаю обычным вордовским текстом и дам на сайте коллегам, чтобы вам можно было смотреть, приводить, смотреть это, когда будете описывать случаи затруднений, могли бы туда заглядывать. Но я бы хотела все-таки показать несколько электронных ресурсов, которые это составная часть электронного ресурса. Допустим, вы хотите статью какую-то расписать, включить из сайта. И вот я привела пример статьи, которая опубликована на сайте Коммерческого колледжа культуры. Вот таким образом дается. Но тут, понимаете, гости тоже даны несколько по-разному. Якобы, вроде как они одна статья из сайта, но даются как-то по-разному. Вот, ну, я ничего не могу тут сказать, все-таки разработчикам виднее, но все-таки хотелось бы, конечно, комментарии разработчиков услышать, но пока этих комментариев нету, соответственно, будем делать так, как мы поняли этот ГОСТ. Вот я рекомендую, потому что надо указать именно сейчас в составной части, указать хотя бы год публикации, год этой публикации. Ну, соответственно, обязательно адрес и дату обращения. И еще вот, ну, это то же самое практически, только тут указывается еще раздел. Может измениться электронный адрес. Это очень часто бывает, поэтому можно указать еще раздел сайта, по которому можно найти этот источник. И сейчас очень много информации ВКонтакте размещается. РНБ дает пример вот таким образом, как можно пост на личной странице расписать название статьи. Хотя это статья Артура Артева, можно было еще в автора ее заключить, указать как автора, текст электронный. Ну вот, в данном случае я бы указала тоже 21 год в составной части. Ну, РНБ дает вот таким образом, поэтому я привожу их пример тоже по аналогии. И еще хотела показать Консультант Плюс. Вот очень много. Вы тоже имеете все Консультант Плюс. И, соответственно, вы, я думаю, тоже даете источники оттуда, или в списках литературы, виртуальные справки, то вот я рекомендую вот таким образом. Тоже это в примерах в ГОСТе этого нет, но мы так коллективно обсуждали и решили, что все-таки, может быть, это более правильно. Мы даем сначала, если, допустим, там книгу находите, хотите включить свой список, мы указываем режим доступа «Консультант плюс», справочно-правовая система, локальная версия, текст электронный. Почему локальная версия? Потому что это доступно только в библиотеке. Если в интернете уже этой книги может быть не быть. Статья, если из журнала, с указанием количества страниц, номера, режим доступа, тоже локальная версия. Но если это нормативный документ,
который нигде не опубликован, то даем вот просто так, ну, уже как составную часть именно ресурса «Консультант Плюс». Правильно это или нет, рассудит время. И, может быть, комментарии какие-то разработчиков прояснят эту ситуацию. Если с удаленного режима, с удаленного доступа хотите какой-то документ включить в свой список, то вот таким образом нужно дать сам закон или сам нормативный документ, текст электронный, «Консультант Плюс», справочно-правовая система, электронный адрес и дату обращения. Тут проще, я считаю. А вот с локальной версией это сложнее. Спасибо, я думаю, на этом закончу. Это будет размещено все примеры будут коллегам на сайте. Чё? Да? Сейчас я хочу передать слово, я задержала, конечно, вас. Хочу передать слово Светлане Ивановне Клещенко, главному библиографу библиографического отдела. У нее тема «Общая методика создания библиографических пособий». Если будут вопросы конкретные, даже по описанию, пишите на мой электронный адрес. Если сюда не будете писать, то на электронный адрес пишите мой. Я указывала в информации, которую посылали вам. Спасибо большое. Сейчас подойдет она. Представишь, что я- Вы уже представили, да? А? Нет, я не представляю, ты представишь потом. Федор, тебя представлю. Все, включился. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать всех вас на нашем семинаре, и мы продолжаем дальше. Я перехожу на презентацию. Итак, тема моего выступления – общая методика создания библиографических пособий. Одним из направлений библиографической работы в библиотеках является процесс библиографирования, в результате которого создаются печатные и электронные каталоги, а также библиографические пособия в виде указателей, списков литературы, обзоров. Библиографическое пособие представляет собой упорядоченное множество библиографических записей, объединенных единством замысла, назначения, формы и содержания, заключенной в пособии библиографической информации. Начиная работу по созданию пособий, прежде всего необходимо, конечно же, иметь представление об общих методах библиографирования, то есть правилах составления библиографического пособия, которых необходимо придерживаться на протяжении всей работы при подготовке пособия любого вида и объема. Процесс подготовки пособия состоит из 3 этапов. Значит, подготовительный этап. Далее следует основной этап, который подразделяется на аналитические и синтетические подэтапы, и заключительный этап. Мы с вами постепенно, поэтапно рассмотрим основные виды работ и подготовки пособий. Итак, значит, подготовительный этап создания библиографических пособий складывается из следующих работ. Выбор и изучение темы пособия, разработка плана проспекта пособия, выявление литературы по теме пособия. Определяя тему будущего пособия, конечно же, следует исходить из того, что
то есть учитывать так критерии выбора. Тема должна быть актуальной, общественно значимой, соответствовать реальным и потенциальным информационным потребностям широкого круга лиц. Выбранная тема требует обязательного изучения. И, конечно же, составители прежде всего должны сами досконально разобраться в теме, изучить проблемы. Они должны ознакомиться с работами, например, ведущих специалистов в данной теме, должны просмотреть материалы научных конференций по данной тематике, конечно, заглянуть в современную учебную литературу. Особое внимание должны обратить на терминологию, которая применяется в данной области, для того, чтобы, конечно же, ориентироваться правильно терминами и хорошо под рукой всегда иметь словарь или справочное пособие с данной тематики. Конечно же, выбирая тему, нужно учитывать ее также библиографическую обеспеченность. То есть важно знать, что уже издавалось по данной тематике, а также что предполагается, что готовится, что планируется издаваться библиотеками, другими библиотеками. Так, после того, как вы определились с темой, вы начинаете работать над планом. План, проспект пособия составлять. То есть это будет основной, конечно же, документ, который будет регламентировать всю вашу дальнейшую работу от начала и до конца. Так, и поэтому он должен, то есть вы должны заранее, конечно же, все прописать, да, что вы предполагаете сделать. В плане проспекте вы должны раскрыть общественную значимость темы, ее актуальность, должны прописать, почему возникла данная идея, да, что вас подтолкнуло к этой идее, почему вы захотели именно эту тему взять. Дальше в плане проспекте прописывается целевое и читательское назначение. От того, как определено целевое назначение, будет складываться вся дальнейшая работа. То есть целевой адрес должен быть прописан точно и конкретно. Из целевого назначения зачастую уже вытекает и читательское. Соответственно, если издание указатель в помощь научной работе, то оно будет предназначаться уже научным исследователям. Если помощь производству, предпринимательству, то уже специалистам-практикам. Так. Далее, в плане проспекте вы прописываете принципы отбора литературы. Так, то есть отбор, конечно же, будет зависеть от темы пособия, да, тематические границы. Вы оговариваете хронологические границы. Это не хронология событий, которая отражается в самих документах, которые вы будете включать, а это период выхода изданий, самих изданий. Установление учетного периода имеет большее значение для ретроспективных указателей. Точкой отчета здесь могут быть период, когда зародилась эта тема, да, чтобы сначала осветить, либо период белых пятен, когда было мало материалов по этой тематике, и вы хотите ее осветить, либо ранее изданные издания по этой теме, и вы хотите уже дальше продолжить. Второй выпуск издать, например. Но при создании рекомендательных указателей, конечно же, нет таких жестких ограничений. То есть, и тут, естественно, вы берете, рекомендуете литературу более новую, последних лет издания. Так. Дальше вы определяете территориальные границы. То есть будете ли вы включать только издания центральных российских издательств, либо еще будете дополнять и местными изданиями. Устанавливаются и языковые границы. То есть на каком языке будет присутствовать литература. Либо на русском, либо на языках добавочно народов, населяющих определенную территорию, либо еще на иностранных языках. Так. Дальше в плане проспекте прописываются виды изданий, которые вы будете включать. Да, либо это будут только традиционные издания,
книжные периодические издания, газеты, журналы, статьи из газет и журналов. Либо это еще будут дополнительно какие-то, например, звукозаписи, да, издания на носителях аудио, видеоматериалы, удаленные ресурсы, диски. Также прописывается структура библиографической записи. То есть будет ли она состоять только из библиографического описания, да, либо будет, соответственно, сопровождаться аннотациями, какими аннотациями, будут ли отражены рецензии на включенные документы. В плане проспекта также нужно определить способы группировки включаемых материалов. И также хорошо бы и дать уже перечень основных разделов, подразделов, рубрик, подрубрик, если будет более такая структура. То есть уже можно для себя прописать и определить, что будет входить в состав справочного аппарата. Также вы планируете объем, этапы составления пособия, да? Можете, значит, сориентироваться, кого вы будете привлекать для помощи, какие организации, каких специалистов для консультации. И обязательно в плане проспекта вы прописываете все методические решения, которые применяете на протяжении всей работы над пособием. Потому что в процессе работа не за один день происходит, а длительное время растягивается. Вначале вы, допустим, решили что-то так, а в дальнейшем вы что-то передумали, то есть поменяли что-то, да, и, соответственно, вы все это обязательно прописываете, чтобы сами потом уже и не забыли какие-то мелочи, какие-то детали, все нужно прописывать. Так, далее идем, значит, когда мы определились с темой, план проспект мы составили, начинаем работу по выявлению литературы. То есть где мы будем искать нашу литературу, да? То есть мы определяем круг источников, основные ресурсы, к которым мы будем обращаться при поиске материалов. Ну, конечно, все вы знаете, да, наши основные ресурсы – это электронные каталоги ваших библиотек, электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми, сводный электронный каталог библиотек Республики Коми. Обязательно нужно просматривать все базы поиска, да, то есть чтобы вы включались и книжные базы, и базы статей, электронные ресурсы. Можете просматривать электронные каталоги российских библиотек. Также можете обратиться и к сводному краеведческому каталогу Национальной библиотеки, печатному, который находится в отделе краеведческой литературы, с ним поработать. Полнотекстовые электронные ресурсы открытого доступа, краеведческие ресурсы открытого доступа. О них более подробно познакомитесь в следующей лекции. Это Национальная электронная библиотека Республики Коми с оцифрованными документами. Также вы можете пользоваться, конечно же, и печатными источниками. Это библиографические указатели Книжной палаты Республики Коми, ежегодники литература Республики Коми, летопись печати Республики Коми. Все эти издания вы знаете, вы знакомы с ними. Хочу напомнить, что эти издания хранятся в фонде Национальной библиотеки в печатном варианте с 1958 года. Литература Республики Коми по 2012 год, а летопись печати по 2016. И кроме того, эти же издания доступны в оцифрованном виде в коллекции Национальная электронная библиотека за последние годы, ну вот с 2003 по 2012 и с 2005 по 2015. Ну, то есть для зарегистрированных пользователей в коллекции НЭБ вы можете свободно просматривать с любой точки доступа. Так, новые периодические издания, газеты, журналы, конечно, которые еще не расписаны, которые еще нет в электронных каталогах, вы, соответственно, будете пролистывать методом сплошного просмотра и оттуда уже выбирать необходимые статьи по вашей тематике.
По ходу работы обязательно составители должны вести картотеку просмотренных источников. То есть все, что вы просмотрели, вы обязательно туда включаете. То есть по завершении работы данная картотека ляжет в основу списка просмотренных источников, который надо будет прилагать в конце пособия. Итак, переходим ко второму этапу. Основной этап создания пособий, его часть – это аналитический подэтап. Значит, когда вы определились с источниками, отобрали, вы, конечно же, знакомитесь с каждым источником, то есть проводите общий библиографический анализ каждого документа. Вы знакомитесь девизу с каждым источником, значит, с титульным листом в книжном варианте, с титульным экраном в электронном документе, да, с аннотациями, с комментариями, с примечаниями, то есть полное знакомство с документом идет обязательно, да. И, конечно же, оцениваете соответствие документа целевому читательскому назначению. Далее вы составляете, опять же, по титульному листу, составляете библиографические описания на каждый источник, который будете включать. То есть об этом вам уже подробно сказала Нина Александровна в предыдущей лекции. Все описания должны соответствовать действующим ГОСТам. Далее вы осуществляете процесс аннотирования или реферирования. Ну, поскольку рефераты составляют обычно крупные институты, да, а мы занимаемся составлением аннотаций, поэтому с вами рассмотрим процесс аннотирования. Итак, аннотация – это краткая характеристика документа, его части или группы документов с точки зрения назначения, содержания, формы и других особенностей. По своему назначению аннотации делятся на справочные и рекомендательные. Справочная аннотация уточняет неясное заглавие и сообщает сведения об авторе, содержании, жанре и других особенностях документа, которые отсутствуют в библиографическом описании. То есть она не должна повторять те сведения, которые есть в заглавии, а должна уточнить, дополнить. Справочные аннотации, они обычно краткие, могут быть разного объема от 2-3 слов до 10-15 строк. Ну, они, конечно, краткие, потому что предназначены для беглого просмотра и быстрого их восприятия. Рекомендательные аннотации, они уже более объемные. Они характеризуют и оценивают документ, исходя из потребностей, уровня подготовки, возраста и других особенностей той группы читателей, которой будет адресовано данное пособие. Рекомендательная аннотация призвана предлагать, продвигать, пропагандировать, да, документы, поэтому ее отличает ярко выраженный оценочный характер. То есть охарактеризовать произведение значит, значит сказать, почему данная книга будет интересна, полезна читателю, что он может подчеркнуть из нее, да, и как может использовать в своей работе. Так. В процессе работы библиографы сформулировали так называемый кодекс требований к аннотациям, сложился такой кодекс. Что он включает? Следующее положение. Аннотация должна быть лаконичной, но в то же время достаточно конкретной, со ссылками на факты, имена, даты и вполне понятные без перечитывания. Необходимо избегать лишних слов, повторов, сложных предложений, сложных синтаксических оборотов, неудачных выражений. Следует исключить стандартные формулировки типа автор рассказывает, автор повествует, и не следует начинать аннотации с предлога «о».
Аннотация не должна повторять сведения, содержащихся в заглавии, перефразировать их, а должна дополнять. Для каждой записи желательно придерживаться примерно одинакового объема аннотаций и соблюдать логический порядок приводимых сведений, независимо от того, в каком месте они даны в документе. Научная терминология, применяемая в аннотации, должна быть общепринятой, соответствовать современному уровню зданий. Если приводятся малоизвестные устаревшие термины, их нужно пояснить. Ну и аннотация должна оправдывать и подтверждать отнесение работы к определенному разделу пособия. В наших в изданиях профессиональных справочнике библиографа и в методических рекомендациях, которые готовила библиотека национальная, составление краеведческих научно-вспомогательных и рекомендательных пособий, есть специальное приложение в табличном виде, и там специально подготовлены перечни маркеров, которые облегчают выделить основные аспекты аннотации и, в общем, правильно сформулировать аннотацию. Можете обращаться к ним. Таким образом, результаты рассмотренных выше операций в итоге объединяет библиографическая запись. Форма существования библиографической информации, основной элемент библиографического пособия, включающий заголовок и библиографическое описание документа. Создание библиографической записи означает переход к следующему подэтапу, к синтетическому подэтапу. На этом подэтапе осуществляется отбор выявленных документов более тщательный и дальнейшая группировка библиографических записей. Отбор документов – важнейший процесс, то есть который предполагает ограничение массива записей в соответствии с намеченными критериями. То есть мы отбираем, можно выделить ограничительный отбор и качественный. Значит, ограничительный отбор предполагает формальные ограничения, то есть по виду издательской продукции, что там мы берем, хронологические рамки, да, которые ограничивают, территориальные, опять же, рамки и языковые рамки. При содержательном отборе учитывается тематика документов, а при качественном отборе мы уже смотрим и исключаем документы, которые не соответствуют целевому читательскому назначению. Так, далее продумываем группировку библиографических записей. Способ расположения записей в пособии. Значит, сначала весь массив делим по избранному признаку, определяем разделы, подразделы, рубрики, подрубрики и выбор способа расположения в каждой рубрике. Различаю три основных способа группировки. Это формальная, содержательная и рекомендательная. Так, формальная группировка обеспечивает поиск по внешним признакам документа. При этом не затрагивается содержание документа, не учитывается. Ну вот разновидности расположения документов по алфавиту авторов и заглавий, по хронологии, может быть, либо в прямой хронологии, либо в обратной хронологии, по виду изданий, да, сначала, например, книжные издания, затем статьи, далее электронные ресурсы, далее по языку расположения, по месту издания, по издающей организации и так далее. Содержательная группировка уже, значит, соответствие учитывается темы, отраженные в документах. Да? Разновидности группировки. Систематическая. То есть мы материал записи располагаем в соответствии определенной схемы классификации. Например, по УДК, либо по ББК, либо по каким-то другим отраслевым научным классификациям в строгой иерархии.
Следующий вид – это тематическая группировка. Ей присуща большая подвижность, менее жесткая внутренняя структура. То есть мы можем дать, допустим, темы, там более общие, потом подразделы. Можем менять их, переставлять. Следующий вид – это предметная группировка. Записи – это, значит, по примеру создания алфавитных предметных указателей каталогом. То есть, в общем, записи собираются под предметными рубриками, а сами рубрики располагаются в алфавите, их наименований. Это позволяет быстро найти материалы по конкретным узким темам. Но здесь нужно будет использовать ссылки. Эта группировка рекомендуется в указателях научных ретроспективного характера. Так, ну, рекомендательная группировка, она уже ориентирована на оказание консультативной помощи читателю и предполагает расположение материалов от общего к частному, либо от простых вопросов к более сложным. Также группировку различают простую и сложную. То есть простая группировка предполагает расположение записей в какой-то одной последовательности, отделение на разделы и подразделы отсутствует. Сложная группировка, соответственно, это расположение записей по разделам, подразделам, рубрикам, подрубрикам, а в пределах последних делений еще по заранее избранной схеме. Так. В большинстве пособий используется сложная группировка материала. Конечно, в небольших списках рекомендательных там используется простая группировка. Итак, мы рассмотрели два этапа подготовки пособий. И после того, как все у нас собрано, сгруппировано, мы представляем нумерацию и переходим к заключительному этапу создания пособий, на котором осуществляется подготовка справочного аппарата, редактирование пособия, оформление пособия. Так. В состав справочного аппарата входит предисловие, может входить вступительная вводная статья, вспомогательные указатели, приложения, оглавления. Предисловием должно открываться любое, даже если вы готовите небольшое пособие, обязательно включать предисловие. При написании предисловия библиограф опирается на те характеристики, которые он давал в плане проспекте, да? То есть раскрывает все, что содержит данное пособие, задачи издания, целевое читательское назначение, характеристику документов, принципы отбора материалов, хронологические границы документов, виды использованных аннотаций, особенности справочного аппарата, порядок выхода издания и внесенные изменения в сравнении с другими выпусками. Все это обязательно прописывать в предисловии. К более крупным указателям готовится вступительная вводная статья, которая представляет из себя развернутый обзор документов по теме, при необходимости обобщения, выводы на основе отраженных в пособии документов. Для написания статьи чаще всего привлекаются, конечно же, специалисты, консультанты, да, которые более тщательно и подробно раскроют тему. В состав справочного аппарата входят также вспомогательные указатели, которые представляют из себя упорядоченные перечни информационных объектов, которые мы выбираем. Это могут быть имена, предметы, географические названия с отсылками к соответствующим записям. О вспомогательных указателях мы с вами поговорим завтра. У нас будет отдельная лекция по видам и методике их создания. Также в справочный аппарат входит приложения, которые включают списки просмотренных источников, списки сокращений, дополнения. Так, вот, к примеру, часть справочного аппарата пособия
Как вы видите, здесь представлен именной указатель, который открывается информацией о том, что он содержит, принятыми сокращениями. И, значит, объекты, в данном случае это имена с отсылками к записям в пособии. Здесь же представлен список основных просмотренных источников. Список основных источников создается на основе картотеки просмотренных источников, которую вы ввели на протяжении вашей работы. И список должен отражать все источники, не только которые вы использовали, но вообще все, что вы просмотрели. И обязательно в списке вы подробно даете подробное название, подробное описание каждого источника. Ну, вот как вы здесь видите, да, электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми, сводный каталог краеведческой литературы, библиографические указатели, описания. Указатели обязательно с указанием хронологического периода, за который вы просмотрели. И также, если вы берете, указываете периодические издания газеты и журнала, тоже обязательно указывайте годы, за которые вы их просмотрели. Так, списки условных сокращений. Условные сокращения обычно всегда есть, и вы должны тоже их дать. Ну и если в процессе создания пособия выходили еще какие-то материалы, и вы их уже не включите в основной ряд, то можете приложить на отдельных листах в виде дополнений. Так, далее. Работа над пособием завершается его редактированием. 3 вида редактирования можно выделить: научно-библиографическое, литературное и технико-библиографическое. Научно-библиографическое редактирование определяет полноту раскрытия темы, логичность и обоснованность систематизации материала, взаимосвязь и последовательность разделов, текста аннотаций. Этот вид редактирования осуществляется на протяжении всей работы над пособием. Редактор проверяет тексты аннотаций, принимает решение о подготовке вспомогательных указателей. Научные консультанты привлекаются, специалисты, преподаватели для подготовки вступительной статьи. То есть на протяжении всего периода создания пособий. Следующие виды редактирования: литературное и технико-библиографическое, уже после готового текста пособия. Литературное редактирование предполагает вычетку всего текста пособия, при этом исправляются, соответственно, встречающиеся погрешности, неточности, повторы, неудачные выражения, опечатки. Литературному редактированию подвергаются все вступления, предисловия, рубрики, тексты аннотаций. Технико-библиографическое редактирование проверяет единообразие описания, точность, их соответствие действующим стандартам, правильность нумерации записей. И сверху записей обязательно вы должны сверить вспомогательные указатели с основным текстом, чтобы были верные отсылки. Так, последняя операция – это оформление библиографического пособия. Она включает составление титульного листа и оборота титульного листа, оформление колонн-титулов, выбор шрифтов, оформление оглавления, художественное оформление вашего издания. На титульном листе приводятся сведения какие: название, заглавие указателя, подзаголовочные данные, вид указателя. Также иногда здесь же на титульном листе указывается и составитель, научный редактор. В нижней части указывается место издания, издательство, код издания. В надзаголовочных данных указывается организации, которые принимали участие в подготовке, библиотеки, институты, центры какие-то. Здесь указываются. Также на титульном листе, если это серийное издание, указывается серия, выпуск серии, с какого года издается.
На обороте титульного листа перечисляются лица, которые участвовали в создании пособия. Да? Перед фамилией указывается то, что человек проделал, какую работу. Да? Либо это составитель, либо это автор вступительной статьи, либо это редактор, либо это художник, фотограф, ну и так далее. Далее приводится информация об использованных материалах, фотоматериалах, архивных документах, если куда-то обращались. Далее приводится полное библиографическое описание к пособию. И в верхнем левом углу проставляется классификационный индекс и авторский знак в соответствии с таблицами УДК, ББК. Для набора различных частей пособия, предисловия, оглавлений, разделов, подразделов применяются различные шрифты. То есть, соответственно, разделы, подразделы выделяются более жирным шрифтом. Аннотации могут быть написаны меньшим шрифтом или, например, курсивом выделяться. Также существенное значение имеет правильное оформление оглавления, где нужно обязательно выделить четко, да, главы основные, подразделы, подрубрики, если есть, чтобы была видна соподчиненность, внутренняя структура. Ну и художественное оформление ваших изданий, конечно же, можно использовать иллюстративные материалы, обложек изданий, титульных листов, либо это фотографии деятелей искусства, литературы, писателей на персональных указателях, либо это, значит, фотографии населенных пунктов ваших. И серийные издания, которые выходят в серии, лучше оформлять единообразно, вот в едином стиле, чтобы видно было сразу, что издание одной серии. Ну, уважаемые коллеги, на этом я заканчиваю свое выступление. Мы с вами рассмотрели путь подготовки пособия, значит, с момента идеи возникновения темы и до выпуска издания в печатном варианте. Там же прилагается список литературы, вы можете посмотреть, и контакты, то есть электронная почта, телефон библиографического отдела, куда вы всегда можете обратиться к нам за помощью при подготовке пособий. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. И мы продолжаем наш семинар. И я передаю слово главному библиографу отдела краеведческой и национальной литературы Нефедовой Елене Гиллевне. Пожалуйста. Всю презентацию. Добрый день, дорогие коллеги. Тема моего выступления – это краеведческие ресурсы открытого доступа. В руководстве по краеведческой деятельности общедоступных публичных библиотек Российской Федерации, принятого на РБА 17 мая 2018 года, говорится: публичная библиотека осуществляет издательскую краеведческую деятельность, подготовку и издание научных, справочных, популярных краеведческих материалов. Это научных сборников, краеведческих календарей, хроник, летописей, событий, путеводителей и других. Самостоятельно или в партнерстве с издательствами и другими учреждениями переиздает наиболее редкие, ценные и пользующиеся активным спросом краеведческие издания из своих фондов. Для обеспечения надежной сохранности результатов краеведческой библиографии и научной деятельности публичных библиотек предпочтительным является издание в бумажной форме. Все-таки вот так пишется в руководстве.
Внедрение новых технологий в процессы краеведческого, библиографического и информационного обслуживания существенно обогатило сервисные возможности библиотек. Составительская деятельность публичных библиотек Республики Коми представлена библиографическими пособиями самых разных жанров и видов, но все же большая их часть составляется на краеведческие темы. К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам республики, районов и городов составляются рекомендательные списки, буклеты, дайджесты, библиографические указатели и так далее. Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку акций и мероприятий. Библиотеки принимают участие в создании серьезных справочников совместно с другими учреждениями. При составительской деятельности, кроме печатных документов, можно использовать электронные документы удаленного доступа и открытых ресурсов интернет. Формирование краеведческих продуктов существенно изменилось внедрение информационно-коммуникационных технологий. И сегодня я хочу представить вам некоторые краеведческие ресурсы удаленного доступа, в которых размещена, конечно же, достоверная информация. И начну, конечно же, с портала Национальной библиотеки. Может, вы уже видели, пользовались этим ресурсом, но я напомню. Национальная электронная библиотека Республики Коми, далее я буду говорить НЭБ-РК, один из самых значимых информационных ресурсов республики, созданный для выполнения задач по сохранению и популяризации печатного наследия нашего региона. НЭБ-РК формируется Национальной библиотекой Республики Коми совместно с крупнейшими фондодержателями и другими учреждениями Республики Коми. Формирование НЭБ началось в 2002 году на основе ресурсов корпорации библиотек Коми ЧУКа, что переводится «сообщество», и сводного каталога библиотек Республики Коми. В 2008 году положено начало создания полнотекстовой электронной библиотеки, включающей издания об истории, развитию и современному состоянию экономики, науки и культуры Республики Коми, художественные произведения, нотные рукописи, периодические издания, издания на коми и других финно-угорских языках. На сегодняшний день НЭБ-РК представляет следующими коллекциями. В коллекции Зыряника представлены электронные копии редких изданий о Коми-крае и первые публикации классиков коми-литературы. Коллекция нотных рукописей содержит электронные копии нот музыкальных произведений коми-композиторов. Собрание писателей Республики Коми знакомы с художественной литературой с 30-х годов XX века до наших дней. В собрании краеведческие периодические издания представлены республиканские и районные газеты Коми-края с начала 20 века, то есть 1918 года, когда вышла первая газета «Цырянская жизнь». Широко представлены и газеты военных лет. Коллекция переводы появилась при финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми в рамках реализации проекта по созданию интерактивной игры «Тыдмавлыдди. Прочитай, узнай». В рамках проекта было оцифровано 34 произведения русской и зарубежной классики, переведенные на коми-язык. Переводились преимущественно это в середине 20 века. Основу коллекции финно-угорька составляют цифровые версии книг на финно-угорских языках, кроме коми. Из коллекции переданный дар Национальной библиотеки Республики Коми известным венгерским финно-угроведом Петером Домокашем. В
коллекции наследия Чисталева собраны уникальные аудиозаписи вокального и инструментального фольклора, сохранившиеся в 60-е и 70-е годы прошлого века в Ударском, Усть-Куломском, Усть-Цилимском, Сыктывдинском, Приволжском и других районах Коми. Наиболее ценной, конечно, считается, по праву считается коллекция Зыряника. И я вам хочу напомнить, может кто-то еще не знает, как осуществить доступ к этим полнотекстовым ресурсам. Если вы хотите посмотреть ту или иную книгу, и в углу есть значок, кружочек зеленого цвета, то вы можете эту книгу посмотреть из дома, даже из дома. Если там появится желтый значок, то это только можно авторизоваться. То есть вы должны быть читателем Национальной библиотеки. Если вы не читатель, то вы можете воспользоваться услугой виртуальная запись на сайте Национальной библиотеки. Если там красный значок, то доступ только с Национальной библиотеки и библиотек партнеров. А если сейчас появился еще один значок синий, то это доступ только в Национальной библиотеке. В разделе «Ресурсы» представлены электронные версии изданий Национальной библиотеки. Это и календари знаменательных памятных дат, и дайджесты по различным темам. На сайте в формате PDF размещены библиографические указатели «Литература о Республике Коми» с 2004 года по 2012. По 2012 год, потому что мы немножко отстаем. И в плане, что уже с 2014 у нас только будет электронная версия. Литература информирует читателей о литературе, посвященной Республике Коми. Освещать все основы жизни нашей республики. В нее включены книги, брошюры, наиболее важные статьи из республиканских и районных газет. Издается литература с 1956 года, но однако электронные версии у нас начались только с 2004, поэтому размещается вот с этого года. На сайте нашей библиотеки выделен раздел «Краеведение». Думаю, что у вас у многих этот раздел тоже присутствует. В рубрике «День в истории Коми» представлены интересные факты, связанные с республикой. Из конкретной предоставляется конкретная дата события. Также она снабжена источниками. Каждая дата снабжена источниками. Сейчас в Национальной библиотеке буквально недавно появилась новая рубрика «Книга для всех и каждого». В ней размещены рекомендательные списки литературы. Здесь можно познакомиться с произведениями поэтов и писателей Республики Коми, а также научно-популярными изданиями о родном крае. В подборке представлена литература для дошкольного и младшего возраста, то есть рубрики выделены, среднего и старшего школьного возраста, произведения для взрослого прочтения и научно-популярные издания. Также даны ссылку на культурную карту республики, о ней я поговорю попозже, расскажу, и Национальную электронную библиотеку. Так. На сайте Национальной библиотеки есть такой интересный ресурс, насыщенный ресурс – культурная карта Республики Коми. Культурная карта – это интернет-ресурс о культурной жизни региона, его истории, уникальных природных территориях, выдающихся личностях.
Финляндское общество Матиас Кастрена выделило грант на реализацию этой идеи в 2011 году. Культурная карта – это корпоративный проект Национальной библиотеки в сотрудничестве со всеми централизованными системами региона. И благодаря нашему с вами сотрудничеству интернет-ресурс не стоит на месте. Он развивается, добавляются новые информационные разделы и новые интерактивные модули. Культурная карта имеет две версии – на русском и коми-языках. Но, к сожалению, еще не все разделы переведены на коми-язык, но отдельные важные уже переведены. Вот вы видите на экране. На главной странице сайта многослойная карта Республики Коми. Первый слой с городами и районами республики. Сверху дается информация о Республике Коми в целом. История Коми-края, административное устройство, ресурсы, промышленность, географическое положение, растительный и животный мир, государственные символы. Далее располагается информация по городским округам и муниципальным районам. Дается история города-района, город-район сегодня, символика, как добраться до этого населенного пункта, история ГУЛАГа и особо охраняемые природные территории. Вторая карта – это мифологическая. Работа по созданию раздела, посвященного мифологии, воплотилась в жизнь благодаря гранту главы Республики Коми в области библиотечного дела в 2018 году. Ресурс имеет энциклопедический характер. Справочный материал дополнен мультфильмами, видеофильмами, аудиозаписями, ссылками на полные тексты произведений писателей Республики Коми. Это Калистрата Жакова и Ивана Куратова. Экспертами ресурса выступили Павел Федорович Линеров и Олег Иванович Ляшов, сотрудники Института языка, литературы и истории Коми научного центра. Они оказали помощь в оценке иллюстраций, содержания текстов, отборе легендарных героев и в нарисовании и развитию карты на ближайшие годы. Мифологическая карта будет полезна не только школьникам и студентам, но и учителям, родителям, библиотекарям, тем, кто организует познавательные мероприятия для детей и школьников, и также в составлении списков. В каждом уголке карты живет тот или иной персонаж. Вы знаете, наверное, что Картайка живет в Карткиросе, Ягмурт в бассейне реки Печоры, Ирка проделся в селе Кони Ешпагурского района. И хочу еще отметить, что для строительской деятельности здесь очень полезная информация. Они снабжены библиографическим, каждый герой снабжен библиографическим списком. Третья карта – это брендовая. На ней отражены известные бренды Республики Коми, среди которых памятники природы и архитектуры, этнографические праздники и монастыри. На карте иконки-солнышки, нажимаем на иконку и читаем об удивительном культурных местах и чудесах природы нашей республики. Всего представлено 24 объекта. С каждого муниципального образования мы взяли по одному объекту. Вот, например,
Город Воркута, город на 67-й параллели, крупнейший город мира, как памятник. Каждый объект снабжен тоже библиографическим списком. На брендовых объектах даны ссылки на другие сайты, где рассказывается о достопримечательностях подробнее, а также ссылки на электронный каталог АПАК, страничку со списком книг и статей из газет и журналов, которые есть в библиотеках республики. Сейчас Национальная библиотека работает над новым интернет-проектом «Мы из Коми» о выдающихся людях Республики Коми, который посвящен 100-летию со дня государственности нашей республики. Сейчас немножко расскажу, что он из себя представляет. Тоже очень полезная информация. Интернет-проект представляет собой виртуальную энциклопедию о выдающихся и знаменитых уроженцах, деятелях земли Коми, внесших значительный вклад в общественно-политическую, культурную, научную, спортивную страницу в истории России и зарубежных стран. На первом этапе мы представляем имена персон, чья творческая жизнь и личная карьера сложились за пределами Коми-края. Это Иван Куратов, Калистрат Жаков, Терим Сорокин, Василий Лыткин, Георгий Лыткин и многие-многие другие. На втором этапе будут представлены имена, известные российскому и зарубежному сообществу, проживавших или проживающих на территории нашей республики. Это Елена Габова, Раиса Сметанина, Николай Бажуков, Зосима Паньев, Иван Морозов, бывшие руководители, ну и так далее. В виртуальной энциклопедии представлены краткие биографии, включающие в себя основные этапы их жизни и творчества, сведения и результаты их трудов, источники и ссылки на публикации, видеофрагменты. А сейчас давайте перейдем на другие сайты, порталы, в которых тоже есть краеведческая информация. И первым представлю сайт Финно-Угорского культурного центра Российской Федерации. Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации является структурным подразделением федерального государственного бюджетного учреждения Государственный Российский дом народного творчества имени Поленова и создан по поручениям президента Российской Федерации Владимира Путина 6 октября 2006 года в городе Сыктывкаре. Основная цель его создания – координация деятельности государственных учреждений и общественных объединений в решении актуальных задач сохранения и развития культур и языков финно-угорских и самодийских народов. В разделе «Сообщества» представлены все финно-угорские народы. Дана историческая справка, статистические данные, история письменности, религии, национальные костюмы, национальная кухня и многое-многое другое. Раздел «Логос» – литературная страница, предназначенная для всех, кто интересуется финно-угорской литературой. Рубрика «Первая литературная форма» рассказывает о деятельности Ассоциации финно-угорских литератур, о руководстве и правлении. Также здесь представлена хронология произведений, тематика международных литературных конгрессов и принятые документы. Так, в рубриках «Поэзия», «Проза», «Драматургия» и «Детская литература» можно познакомиться с произведениями поэтов, писателей и драматургов финно-угорских народов России, и в том числе и Коми.
Каждая страница, посвященная конкретному автору, снабжена фотографией и краткой биографической справкой. Также приводятся полные тексты их произведений. Однако отмечу, что в настоящее время на сайте представлены литераторы современные, а в планах уже обращение к творчеству комик-классиков. В рубрике «Переводы» вы найдете переводы произведений финно-угорских авторов на родственные языки и языки других народов мира. Вот, например, Ольга Баженова. И показывает, что произведение Ольги Баженовой переведено на удмуртский язык. И можете почитать. Художественные произведения в формате PDF представлены в рубрике «Книги». С 2005 года Центр издает культурно-этнографический журнал «Финно-Угория. Этнический комфорт». Издание раскрывает историю, обряды, обычаи и традиции, особенности быта, секреты национальной кухни и медицины и многое-многое другое. Издательские продукты Центра не подлежат продаже и распространяются министерства, ведомства, учреждения культуры. И я думаю, что в вашей библиотеке тоже не поступает этот журнал, поэтому вот рекомендую воспользоваться этой рубрикой. Тот последний журнал выходил в 2019 году, но в Национальной библиотеке печатный вариант уже 2021 года. Думаю, что скоро появится на сайте 2021 год. В декабре 2011 года при Коми Республиканской академии государственной службы и управления был создан Центр инновационных языковых технологий. Сейчас Центр входит в состав Дома дружбы народов Республики Коми. В Центре функционирует бюро официального перевода и межрегиональная лаборатория информационной поддержки функционирования финно-угорских языков. Лаборатория FULAB считается одним из лидеров по созданию информационных продуктов, ресурсов, которые способствуют сохранению и пропаганде этнокультурного наследия коми и других финно-угорских народов. Продукты лаборатории активно используются пользователями не только в республике, но и далеко за ее пределами. Все разработки доступны всем и абсолютно бесплатно. Ими очень легко и удобно пользоваться. Это дополнительные инструменты помощи составительской деятельности. Они предназначены также и для школьников, и студентов, так и для учителей, библиотекарей. Например, при необходимости изучения коми-языка можно использовать словари. На сайте представлены онлайн-словари. Вот коми-русский, русско-коми. Очень много словарей. Терминологические словари по языкам и дисциплинам. Специалисты Центра инновационных языков технологий создали веб-сайт для электронной библиотеки литературы только на коми-языке. Это коми-гижет. Коми-произведения. Структура онлайн-библиотеки очень простая и удобна. Поиск текстов
можно ввести в соответствующих разделах по названию. Вот видите, только там на коми-языке все, кто не понимает. Автору, жанру, названию книги, если опубликовано в каком-то сборнике, и году выхода в свет этого и того произведения. Вот стихотворение, вот произведение Ивана Белых. Дается краткая биография и сами тексты произведений. Они все открываются в открытом доступе. Там лаборатория ФУЛАБ очень активно до сих пор продолжает работу по оптимизации, пополнению своего сайта. И можно воспользоваться. Все время обновляется. Также можно здесь найти произведения по темам. Вот. Так, видите, сколько тем дается? Сайт издательского дома Коми. Раньше тут были представлены сами тексты, полные тексты. Однако сейчас они все тексты почему-то убрали и оставили, но можно посмотреть о комиязычных газетах и журналах. Тут дается история изданий, современное состояние и приводятся фамилии главных редакторов. Сейчас хочу представить два сайта, в формировании которых участвует и Национальная библиотека Республики Коми. Первый сайт – это Национальная электронная библиотека Российской Федерации, или НЭБ-РФ. На сайте представлено более 5 миллионов книг и документов. Он обеспечивает фондом публичных библиотек Российской Федерации, регионального, муниципального уровней, библиотеки научных и образовательных учреждений, а также правообладателей, то есть авторов, составителей и так далее. В НЭБ-РФ представлены издания по истории народа Коми, культуре, фольклору, языкознанию, ну и так далее. Например, вот, набрав тему Коми-фольклор, нашлось 21 документ. Все они относятся к редкому фонду. То есть редкий фонд считается до 1945 года. И думаю, что этих изданий нет в ваших библиотеках, их даже нет в нашей библиотеке, ни в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Часть ресурсов, не попадающих под ограничения законодательства, открыты в свободном доступе на интернет-портале библиотеки. Например, по фольклору все тексты открылись. Второй ресурс. В 2007 году по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина в Санкт-Петербурге была открыта президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Она функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровой копии важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный, многофункциональный, культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр, имеющий статус Национальной библиотеки России. Электронный фонд президентской библиотеки формируется из цифровых копий печатных изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, в том числе собственного производства, включая издательскую и аудиовизуальную продукцию. Ресурс содержит более 800 тысяч документов, материалов
из крупнейших российских архивов, библиотек, музеев. В электронном читальном зале президентской библиотеки 780 документов, которые связаны с Коми. Многие из них были оцифрованы Национальной библиотекой Республики Коми. Однако просто на сайте в открытом доступе немного. Доступ ко всему электронному собранию осуществляется через систему электронных читальных залов. Изначально доступ к электронному читальному залу в республике предоставляла только Национальная библиотека Республики Коми. Затем подключилась ИНТА. В настоящее время в Республике Коми уже подключены Усинск, Кайгородок, Усть-Вым, Усть-Кулом, Прилузье и средняя школа номер 35 города Сыктывкара. Если кто-то хочет подключиться к этому электронному читальному залу, мои коллеги сказали, что надо обратиться в региональный центр президентской библиотеки, Национальной библиотеки Республики Коми. И вас подключат, тогда вы можете уже воспользоваться всеми документами этой библиотеки. У меня все. Спасибо за внимание. До свидания. Быстро. Уважаемые коллеги, на этом сегодня мы завершаем работу. А завтра продолжим. Если у кого-то были проблемы с подключением, я думаю, что стоит обратиться в наш отдел автоматизации. Телефон ваш 255 423. Тогда звоните 255 422 и добавочный 551 к нам в отдел библиографический. Мы их пригласим или переключим на вас. Все, спасибо большое за терпение. Завтра встречаемся в 10 часов. Пишите свои замечания, может, пожелания, может быть, какие-то вопросы. Спасибо. До свидания.